В Таджикистане есть свобода слова? Думаю, что ограничивается. Хочешь жить – молчи. Золотое правило в Таджикистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете больше о пропавшем политике и что не надо делать, чтобы не оказаться на его месте. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. Ситуация со свободой прессы в Таджикистане. Страна расположилась на 161-й строчке. Ровно одна позиция отделяет Таджикистан от так называемой черной зоны. Стран с катастрофической ситуацией со свободой прессы. ОМВД города Гисар объявил в розыск заместителя председателя социал-демократической партии Махмурод Одинаева. Оппозиционный политик пропал в минувшие выходные после того, как обратился в мэрию Душанбе с запросом на проведение митинга. На нем люди собирались требовать снижения цен на продукты питания. Мы уже заявляли о том, что он пропал, но тогда на это никто не обратил внимания. Но теперь уже все официально схватились и разыскивают его. Источник в ОМВД города Гисар 24 ноября сообщил, что в минувшие выходные Махмурода Одинаева вызвали в отделение милиции, чтобы допросить по поводу хулиганских действий его сына. Политик, по его словам, в ОМВД не явился, после чего он был объявлен в розыск. Также о его пропаже заявляли родные, но почему-то на это никто не отреагировал, но теперь разыскивают его все вместе. Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило, что в отношении сына Махмурода Одинаева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 237. Хулиганство. Следственные действия продолжаются. Как следует из заявления МВД, его сын возле ресторана Шами Шуроп, селения Шуроп сельского Джамуата Самон, города Гисар в состоянии алкогольного опьянения избил молодую девушку Саидову Шахнозу Кубаналиевну, 2002 года рождения, жительницу сельского Джамуата Каратак, города Турсунзаде. Охранник ресторана бросился освобождать молодую девушку от рук сына оппозиционного политика, в результате чего между ними произошла потасовка, и охранник нанес удары сыну политика. Согласно судебно-медицинскому акту, разыскиваемый получил легкие телесные повреждения, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана. Как вы считаете, пропавший оппозиционный политик просто скрывается сыном от правосудия или его реально подвергли опасности из-за его политических взглядов? Свои ответы пишите нам в комментарии. Напомню, что в октябре этого года Махмурод Одинаев сообщил, что неизвестные люди напали на его сына, сломали нос и нанесли ему черепно-мозговую травму. Власти хотят таким образом запугать меня и других критиков правительства, чтобы мы прекратили свою политическую деятельность, заявил он. Говорить о том, что в Таджикистане отсутствует любая свобода слова, наверное, не стоит. Об этом и так все знают. И от этого очень сильно страдают люди. Не было недели, чтобы меня не вызвали в какой-либо государственный орган. То в суд вызовут, то в прокуратуру, то в МВД. Они просто не давали нам ни работать, ни жить нормально. Это давление продолжается даже сегодня. В настоящее время сотрудников ОМВД города Гисар задержан еще один сын Одинаева, Бабаджон, сообщили близкие политика. Гражданский комитет защиты политических заложников и узников в Таджикистане, созданный таджикскими оппозиционерами в Польше, не исключает, что Махмурод Одинаев похищен силовиками Таджикистана. Душанбе никак не отреагировали на опубликованное во вторник заявление этой организации. Однако Министерство внутренних дел Таджикистана опровергло эту информацию и заявила, что никого они не задерживали, и все эти разговоры и заявления безосновательны, сказал официальный представитель правоохранительного ведомства. Махмурод Одинаев очень долгое время занимался защитой прав заключенных. Последние несколько лет являлся заместителем председателя социал-демократической партии Таджикистана. Махмурод Одинаев нередко критиковал в соцсети действия правоохранительных органов Таджикистана. Скорее всего, он за это и поплатился. По сути, за то, что боролся, на то он и напоролся. Видимо, чтобы прожить в Таджикистане, нужно хвалить власть и тихо пухнуть от голода. Тогда и ты не будешь в зоне риска. Давайте вместе распространим это видео. Возможно, кто-то его видел и знает его местоположение и поможет его родным найти. С учетом продолжающегося давления на независимые СМИ, страна может скатиться в черный список уже в следующем году, считают эксперты. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.